День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Свободные от коронавируса заведения начинают свою работу в столице региона. У предпринимателей появляется возможность, то есть это в виде добровольной возможности работать без ограничений, создав на своей территории так называемые зоны ковид-фри. Самое долгожданное спортивное событие года – игры Манчары. Как идет подготовка к спартакиаде, все ли объекты к началу соревнований будут сданы в срок. На данный момент работы на завершающей стадии. Укладка беговой дорожки полностью закончена. Идет финишная разметка. Искусственная трава готова к эксплуатации. Ситуацию в Якутии из-за таяния вечной мерзлоты уже сейчас можно назвать критической. Проблему обсудили на форуме в Якутске. Деформация зданий, сооружений, опять же, дороги, магистральные газопроводы, они все нуждаются в исследованиях. Лето – пора активного отдыха. Как отдохнуть с пользой для души и тела не только в республике, но и за ее пределами. Погнали! Безусловно, одним из главных событий этой недели стала прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным. В ходе нее он ответил на десятки вопросов, волнующих граждан России. Больше всего вопросов касались борьбы с коронавирусом и, в частности, вакцинации населения. Действия властей направлены на то, чтобы предотвратить введение всеобщего локдауна, поскольку дальнейшее распространение инфекции можно остановить только вакцинацией, добавил президент. В настоящий момент, по его словам, прививку получили уже около 23 миллионов россиян, и никаких трагических последствий зафиксировано не было, отметил глава государства. Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева обратила внимание на то, что очень важно иметь возможность услышать информацию из первых уст. Граждане, которые имеют медицинский отвод, их работодатель не вправе увольнять с работы. На наш взгляд, это важнейшая гарантия, потому что мы живем в правовом государстве. И при наступлении такой ситуации, когда эпидемиологическое благополучие ситуация станет стабильной, когда будут сняты определенные ограничения уже при достижении коллективного иммунитета, гражданин может вернуться, уже, как говорится, в полноценную нормальную жизнь. И в этой связи есть определенные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Также в ходе прямой линии глава государства отметил, что программа социальной поддержки семей с детьми и других категорий граждан, нуждающихся в помощи, будет продолжена и расширена. Так, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми, проживающим на территории Российской Федерации. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в пенсионный фонд за назначением такой выплаты до 1 ноября текущего года следующим гражданам: одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет или инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей. Но что касается темпов вакцинации от COVID-19, то в Якутии первый компонент прививки от коронавируса получили свыше 200 тысяч человек. Это более 50% от общего плана. Однако расслабляться рано. Темпов, которые выросли в последние дни, нужно придерживаться, призвал глава республики Айсен Николаев. Он констатировал увеличение количества желающих вакцинироваться. Было дано поручение оперативно доставить в районы поступившие на днях партии вакцины. Тем временем Кабинет министров выделил регионам почти 6 миллиардов рублей на углубленную диспансеризацию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Углубленная диспансеризация стартовала 1 июля. В первую очередь обследование пройдут переболевшие ковид в средней и тяжелой форме. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в республике уже с прошлого года реабилитацию можно пройти в санатории Абалах в Нижнем Бестяхе и в Республиканском центре лечебной физкультуры и спортивной медицины в Якутске.
Тем временем в столице региона заработают свободные от ограничений ковид-фри зоны. Что это такое и кто может посещать такие места? В материале Дмитрия Тымырова. Предприятиям общепита и общественным заведениям, начиная с этой недели, дали право работать без ограничений. В соответствии с указом от 28 июня 2021 года 19.18 на территории Республики Саха-Якутия у предпринимателей появляется возможность, то есть это в виде добровольной возможности работать без ограничений, создав на своей территории так называемые зоны ковид-фри. Ковид-фри зона – это зона без ограничений, где любой желающий может, как и раньше, провести свой досуг. Самое главное условие посещения такого места – это быть вакцинированным или иметь на руках свежий отрицательный ПЦР-тест. Для граждан требования единственные, два основных требования. Для этого достаточно будет иметь с собой документ, удостоверяющий личность, ну и эту справку. Ее можно также иметь как в электронном виде, так и в бумажном виде, чтобы была возможность считывания этого QR-кода. Одним из условий открытия таких зон для предпринимателей – это полная вакцинация всех сотрудников. Обязывать предпринимателей работать по новой системе не будут никого. Выбор остается за ними. Для того, чтобы открыть у себя ковид-фри зону, необходимо подать заявку в региональное министерство предпринимательства. Заявка по установленной форме для включения в этот реестр. Кроме заявки, предприятиям нужно будет заполнить форму соглашения и также направить в адрес министерства. Мы смотрим эти соглашения и заявки, и, соответственно, принимается решение о включении в реестр фри-зон. Также для открытия таких зон места общепита должны у себя организовать так называемую контрольную зону. Должны будут у себя сделать контрольную зону, где они будут записывать, вести учет посетителей, которые входят в их заведение. То есть они должны будут проверять сертификаты о вакцинировании или же справку о отрицательном ПЦР-тесте. На сегодня, по словам специалистов Министерства предпринимательства, заявку подали 5 мест общепита. Большая часть из них – это ночные заведения. Между тем, столичные предприниматели начали поощрять своих потребителей, которые прошли полный курс вакцинации и имеют на руках сертификат. Для таких граждан некоторые предприятия подают бесплатно одно блюдо или напитки. Все это надо уточнять у администраторов мест общепита. Ресторан предложил, в свою очередь, это бесплатный лимонад, который выдается по паспортам, которые высвечиваются в госуслугах, и также в бумажном носителе. Вчера нас посетили уже 36 человек, то есть отзыв получился. Соблюдение мер безопасности будут контролироваться со стороны контрольно-надзорных органов, чтобы не допустить новое распространение вируса. Нарушителей также будут штрафовать. На прошлой неделе проверено 300 объектов. Это ночных заведений, общепитов, а также торговых объектов и социальных учреждений. Выявлено всего 17 нарушений. Надо отметить, что нарушений становится меньше, все меньше и меньше. В том числе ночных заведений проверено 7 за выходные и выявлено 2 нарушения. Это общепит, то есть общепита, ресторан в гости, бар. А также на прошлой неделе было судебное заседание в отношении ресторана «Панам». Было рассмотрено сразу 5 протоколов по 5 нарушениям. И суд наложил штраф на общую сумму 500 тысяч рублей. То есть по каждому делу по 100 тысяч рублей. А также ночной клуб «Евразия» было приостановлено на 60 суток. В ковид-фри зоны несовершеннолетние должны сопровождаться взрослыми со справкой или сертификатом на руках. Также перед бесковидными зонами будут установлены пункты контроля. Ну а мы еще раз напоминаем предпринимателям, которые хотят присоединиться и работать по новым правилам, они должны обратиться в региональное министерство предпринимательства. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем.
Перейдем к обстановке с лесными пожарами. С начала пожароопасного сезона площадь возникновения лесных пожаров в Якутии достигла 490 тысяч гектаров. Однако это гораздо меньше показателей аналогичного периода прошлого года. На этой неделе самолет Ан-26 «Циклон» вызвал дожди для тушения лесных пожаров в Верхневилюйском, Мирнинском, Нюрбинском и Сунтарском районах. В ходе осуществления работ уже использовано примерно 100 пиропатронов для проведения воздействий на кучево-дождевую облачность. В результате проведения работ в 63% случаев вызваны осадки средней и высокой интенсивности. Отмечается, что эти осадки оказали действенную помощь в локализации лесных пожаров. И к другим темам. Актуальные проблемы и перспективы развития геокриологии на протяжении всей недели обсуждали в столице. Форум под таким названием стартовал в Институте мерзлотоведения. В этом году в очно-заочном формате обсуждались как традиционные, так и передовые направления в геокриологической науке. С докладами выступали ведущие и молодые ученые не только из России, но и из-за рубежа. Подробнее расскажет Валерия Наумова. Интерес зарубежных ученых к конференции связан с тем, что мерзлота – одна из наиболее перспективных предметов для исследований, а в Якутии она почти повсеместна. Ученые не скрывают, что потепление климата напрямую влияет на необратимые процессы в грунте. Ярким примером для изучения этих процессов, к сожалению, может стать столица республики – город Якутск. Деформация зданий, сооружений, опять же, дороги, магистральные газопроводы. Они все нуждаются в исследованиях геокриологических условий. Ситуацию в Якутии из-за таяния вечной мерзлоты уже сейчас можно назвать критической. Климатологи уже определили, что глобальное потепление в Арктике и субарктике идет примерно в 2–2,5 раза быстрее, чем в остальном мире. Активация же криогенных процессов с таянием вечной мерзлоты в Якутии началась в начале 80-х годов прошлого столетия. И с тех пор идет ее нарастающее усиление. Сейчас мы видим мощные толщи разнообразных многолетних мерзлых пород, совершенно разные в разных районах, и Якутии, и России, и за рубежом. Свойства их сильно отличаются даже на расстоянии в сотни метров, я уж молчу про километры и тысячи километров. И вот все это разнообразие – это результат истории их развития, и поэтому история здесь крайне важна. Вот ее мы пытаемся изучать. Для студентов-магистрантов профильных вузов участие в таких конференциях – это в первую очередь полезные знакомства в научных сферах, а также толчок для практического применения научных знаний. Участники на протяжении недели представляли свои доклады с предложениями по улучшению, а где-то даже и по упрощению работы по собиранию данных о местности. Сейчас знакомы с такой вещью, как беспилотный летательный аппарат, то есть, или простонародье просто дрон, с помощью которого сейчас делают многие эффектные кадры, съемки и так далее. Мы используем данные дроны для того, чтобы составлять карту местности в том числе. То есть дрон, летая над, собственно, поверхностью, он делает снимки, мы эти снимки, собственно, совмещаем все вместе и можем получить вот такую карту местности. Форум продлится до 13 июля, но мероприятие разбили на две части. Первое – это форум, который проходил в течение всей недели в Институте мерзлотоведения в городе Якутске, а вторая часть – это уже ставший традиционным полевой семинар в окрестности поселка Кызыл-Сыр Вилюйского района. Полевая школа-семинар представляет себя выезд на экспедицию. Скорее всего, так будет более ясно. Люди будут исследовать, геокриологические условия на эоловых песках. С наукой геокриологии напрямую связаны и крупные промышленные предприятия. Их участие в конференции, в том числе и с привлечением молодых ученых, даст толчок в понимании того, как строить важные производственные объекты. Кроме того, и опасные объекты. А это хранилища, магистральные газопроводы, установки и подготовки газа с таким расчетом, чтобы это было экологически безопасно и наносило наименьший вред окружающей среде. Валерия Наумова, Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутия. Сейчас небольшая пауза. В продолжении программы расскажем о подготовке к играм Манчары, которые стартуют уже 6 июля, а также о том, как этим летом отдыхают жители Якутии.
Продолжаем программу. Строительство спортивных объектов в селе Бердигистях Горного Улуса к национальным играм Игроманчары подошли к финишной прямой. Дело осталось за малым. Министерство строительства региона провело для журналистов республиканских СМИ пресс-тур по этим объектам. Все подробности смотрите далее. 4 новых спортивных объекта распахнут свои двери в поселке Бердигистях к играм Манчары. Сегодня здесь выполняются финишные работы. У нас строится 4 основных спортивных объекта. Это стадион на 1000 мест, универсальный стрелковый комплекс с интернатом на 50 мест, ипподром на 1500 мест и многофункциональный спортивный зал введен в эксплуатацию. Новый многофункциональный спортивный комплекс был сдан в феврале этого года. Сейчас здесь идут работы по оформлению здания к играм. Новый зал имеет 2 этажа с общей площадью 2478 квадратных метра. Основные спортивные состязания игр будут проходить как раз в этом новом зале. Во время игр здесь будет гиревой спорт и Северное многоборье, прыжки нарты будет. Здесь посадочное место по проекту 400. В остальных же объектах завершаются работы по покраске, благоустройстве и установке конструкций. Так, одним из крупных объектов игр этого года считается новый стадион, который здесь начали возводить с 2020 года. Строгая готовность на сегодняшний день составляет 99%. Также стоимость объекта составляет 288 миллионов. Строится за счет государственного бюджета республики. На данный момент работы на завершающей стадии. Укладка беговой дорожки полностью закончена. Идет финишная разметка. Искусственная трава готова к эксплуатации. Трибуны тоже завершающие. Сейчас осталась от нас генеральная уборка, и мы выходим. Также в эти дни завершается строительство нового ипподрома на 1500 мест, где будут проходить конные скачки и часть спортивных соревнований. На этом объекте будет проводиться конные скачки, также северное многоборье и этная эстафета тоғыз турия болаттар, тоғыз турия каталы кыргыттар. Еще один крупный объект – это универсальный стрелковый комплекс с интернатом на 50 мест. Он готов почти на 60%. По словам застройщиков, объект имеет 2 здания, один из которых будет готов к спартакиаде. Но будет ли он задействован к играм Манчары, будет решать уже комиссия игр. Объект начат в прошлом году. Стоимость объекта составляет 484 миллиона. На сегодняшний день строительная готовность именно в части тира основного здания готовность составляет порядка 60%. В части интерната идет отставание в связи со сложными грунтами. Там у нас строительная готовность порядка 20%. На сегодняшний день на объекте работает порядка 70 человек. Проект разделен на 2 этапа. Первый этап – это у нас основное здание. По нему строительные организации готовность доведут, а насчет проведения это уже организационный комитет будет решать. Между тем, 100% готовность имеют 2 многоквартирных дома, которые здесь возводились с прошлого года по программе переселения из аварийного деревянного жилфонда. Эти 2 дома, по словам застройщиков, сданы раньше сроков, специально для игр Манчары. Как нам сообщило руководство района, в этих домах будут размещены участники игр, то есть спортсмены. Сейчас вот эти отделочные работы идут. Как видите, на улице асфальт уже лежит, все, детские площадки спортивные собираются. Даже вот местное население помогает с уборкой. Вот в эти 2 дома после проведения игр уже квартиры будут переданы гражданам. И к осени уже люди будут проживать в новых благоустроенных домах, переселены из аварийного жилищного фонда. В целом, по словам застройщиков, в том числе руководства Горного района, все объекты, запланированные к играм Манчары, будут 100% готовы уже в начале следующей недели и будут готовы принять участников 21-й спартакиады по национальным видам спорта. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Лето, выходные дни. Жители городов стремятся вырваться на свежий воздух. Большинство ленчан стараются провести выходные на природе с семьей. И традиционно каждый из них берет с собой на отдых удочки и спиннинги. Ловят рыбу, варят уху. Домой возвращаются уставшие, но счастливые. Да еще и с уловом. Выходных ждут с нетерпением все ленчане. На вопрос, как они планируют их провести, отвечают одинаково. С семьей, конечно, на речке. На природе. Иногда на даче, конечно, тоже собираемся.
А так совместные выезды с семьей, с ребятишками. Сюда редко выезжаем, конечно. В основном-то на Лену бывает еще, на речку, ну туда, в городе. А на Нью-то редко бывает вырваться. У кого работа, у кого что, по-разному бывает. Поэтому не часто бывает, так выезжаем сюда. Погода располагает для отдыха каждый день. Выбраться на природу у многих линчан, как и у Дениса, получается только в выходные. Одно из излюбленных мест отдыхающих находится недалеко от поселка Чимча. Природа здесь очень красивая, и вода в речке быстро нагревается. В эти выходные на берегу Нюи практически не было свободного места. Кто-то приехал с ночевкой, а кто-то на день искупаться и покидать удочку. Нечаевы отдыхают всей семьей. Приехав первым делом, накупались, после чего разобрали рыболовные снасти и отправились рыбачить. Час рыбалки, и семья радуется хорошему улову. Да, хорошо поймали рыбки, ага. Половили. Пожарили ее? Уху не сварили, конечно. Ну, пожарили, да, сковородки пожарили рыбку, ага, немножко. Шляпа от солнца, футболка от навязчивых болтов, которых в эти выходные было как никогда много. Вот так уже более получаса Инна по пояс в воде кидает спиннинг. Для женщины рыбалка – неотъемлемая часть отдыха. И пусть многие говорят, что это не женское увлечение. Девушка, можно сказать, уже мастер этого дела. Клюет у нее чаще, чем у других. Отдыхает на природе семья Постновых каждые выходные, максимально используя летние дни. В этом году открыли для себя новое местечко возле деревни Чимча. И приезжаем сюда, рыбачим, загораем, купаемся, отдыхаем от городской суеты. Улов семьи около 3 десятков небольших окуней. Поймать другую рыбу в этих местах практически невозможно, но и окунькам отдыхающие рады. Со вчерашнего дня в Ленске в связи с пожароопасным сезоном выезд за пределы города запрещен. Просим местное население и гостей нашего района соблюдать требования пожарной безопасности, стараться не выезжать на отдых, да, в том числе в зону лесного массива, не разводить костры на зеленых территориях, не сжигать какие-то порубочные остатки, да, если они имеются. И не оставлять мусор, бутылки, потому что все это провоцирует возникновение пожаров. Теперь культурно проводить досуг придется ленчанам в городе. Многие и такой отдых тоже оценили. Кто-то греется на солнце у реки, спустившись с набережной, кто-то катается на велосипедах, кто-то дышит свежим воздухом в парке. И надеется, что привычный отдых в скором времени станет снова доступным для всех. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Но есть и те, кого такие классические виды отдыха уже интересуют не так сильно. Любителей отдохнуть нестандартно с каждым годом становится все больше и больше. Наш корреспондент Александр Нестеров на себе испытал некоторые виды активного отдыха с элементами экстрима. С наступлением выходных дней каждый человек задается одним вопросом: где и как провести свой активный отдых. Мы разобрались с этой темой и подготовили для вас отличное развлечение для уикенда. Но прежде чем начать, мы перемещаемся на главную площадь столицы для того, чтобы узнать, где отдыхают жители нашего города. Курилы круто очень. И мы еще в одно место собирались, название которого я не помню. Кангаласах, озеро круглое. Марху, да? Иди ездим купаться. В Булусе был. Как его, Крюлир, да, был, да, хорошие места. Булус, ну, вообще много здесь мест. Кангаласский мыс. В Табагу, в Актемце. В Крюляха был, в Булусе и Турухкая был. Булус, Крюлир. По мнению горожан, на протяжении многих лет неизменным отличным местом для активного отдыха остаются такие места, как Булус, Кюрюлюр, Ленские столбы и другие водные достопримечательности Якутии. Но можно уделить внимание на новые виды активного отдыха, которые находятся вблизи города. Эти развлечения появились относительно недавно и по эмоциям не уступают привычным для жителей местам для отдыха. Кстати, об эмоциях. Вот такие эмоции испытывает человек, прокатившись на питбайке. И именно они открывают наш список новых активных видов. А подробнее про данное развлечение нам расскажет Геннадий. Геннадий, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, нам про данный вид отдыха. Получается, мы занимаемся арендой питбайков. Мы работаем уже 2-й год. К нам приходят все люди всех возрастов. Абсолютно никаких ограничений нету. Мы выдаем всю экипировку. Полностью. И в это также входит обучение. Мы учим буквально за 3 минуты. Абсолютно любой желающий может научиться. Даже ребенок, даже девушка, которая никогда не водила. Отлично. А у меня получится за 3 минуты научиться?
Конечно. Ну что, погнали? Давай. Чтобы было удобнее кататься. Я проведу инструктаж. Я давно хотел испытать такие чувства, как экстрим, и питбайк дает тебе эти чувства в полной мере. Также в моем списке новых активных видов отдыха присутствует классное развлечение, которое, кстати, проходит на воде. И рассказ об этом я начну с припева летней песни 2008 года. Лето, солнце, жара. Именно этими словами описывается текущая погода в Якутске. Что делать и как отдыхать жителям города в такую жаркую погоду? Сегодня в этом мне поможет разобраться спортсмен-экстремал Андрей Слепцов. Андрей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про новый вид активного отдыха, который появился у нас в столице. Так, ну что могу рассказать? Вообще начал я года 2 назад. Мы с ребятами арендовали катер, получается, поехали в Тукуланы. И там сначала и сноуборды взяли. Мы сначала на сноубордах катались, а потом вот вейкборд был у пацана, получается, он арендовал. И мы начали пробовать впервые. Вот, спустя 2 года опять мы вот уже начали здесь кататься. Я вот познакомился с Артуром. И мы вот с друзьями вот начали вот кататься, ну чисто для себя. Потом люди начали массово вообще спрашивать, где это, как это, научите и так далее, покатайте нас. Вейкбординг существует уже 3 года, но особую популярность он обрел лишь этим летом. По словам Андрея, люди катаются каждый день по предварительной записи и иногда даже ждут очереди. Данный вид отдыха позволяет людям не только спастись от жары, но и весело провести время. Что могу посоветовать начинающим райдерам, да? Обязательно техника безопасности, вот, жилет, там, что еще, обязательно опытный водитель лодки. Вот. Желательно бы человека, который уже умеет кататься на вейкборде, он бы вам показал, как правильно выплывать из воды, потому что это не так-то просто. Вот. Ну и самое главное желание. Бешеное желание должно быть у вас, и тогда все получится. Мне кажется, уже можно начинать пробовать уже кататься на этом замечательном вейкборде. Андрей, поехали? Погнали! Это не записываю! Как отметил Андрей, во время катания на вейкборде человек получает не только заряд экстремальных эмоций, но и неописуемое чувство, при котором человек остается один на один с водной стихией. Не упустите это лето и проведите его с пользой. Александр Нестеров, Григорий Охлопков, Якутск. Немало и любителей провести свой отпуск за пределами Якутии. Однако Краснодарский край, например, ввел коронавирусные ограничения для отдыхающих. Теперь с 1 июля в отели и гостиницы Кубани смогут заселяться туристы с документом о перенесенном коронавирусе. Новые требования не распространяются на детей до 6 лет. Также поплескаться в Черном море с 1 июля могут граждане с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Остановят ли новые требования отдыхающих и скажется ли это на турпотоке? Смотрите в материале моей коллеги Айсены Бурнашовой. Юг России, город Сочи. Традиционное черноморское побережье собирает тысячи туристов из разных регионов и городов страны. Сейчас стартовал сезон отпусков, и на пляжах города буквально яблоку негде упасть. Море словно магнит притягивает к себе россиян. Только с начала этого года провожать закаты и встречать рассветы в Краснодарский край приехали более 3,5 миллионов человек. Ажиотажным планируется и летний сезон. При этом туристов не пугают ни пандемия, ни заполненность пляжей. Ну, мы сделали прививку, поэтому нет, не пугает. Прививку сделали еще в феврале. Мы приехали из Красноярска. Нет, не пугает совершенно. Очень здорово, вода теплая, погода отличная. Несмотря на новые требования, по сообщениям местных властей, с мая по сентябрь кубанские курорты планируют принять не менее 10 миллионов отдыхающих, что сопоставимо с показателями до ковидного 2019 года. Туроператоры также отмечают увеличение числа туристов. Турпоток увеличился в 3-4 раза. В прошлом году, например, в июне обслужили порядка 3000 человек, да?
А в этом году этот показатель 2-3 раза увеличился. Сезон только стартовал, и уже на июль и август путевки куплены. На турпоток не повлияло и открытие границ в жаркие страны. Так, вместо берега турецкого якутянка Екатерина Макарова вместе с семьей выбрала берег российский. Отдыхающих прежде всего привлекли бонусы внутреннего туризма. У нас многодетная семья, а у супруга как раз отпуск, у него отпуск оплачивается. На проезд мы очень мало денег потратили. По жилью тут очень большой разброс цен, да, там от 1000 рублей и до бесконечности. Сочи — это вообще самый оптимальный вариант, я считаю. Тем более сейчас можно получить кэшбэк. Вместе с турпотоком выросли и цены на отдых почти в 1,5 раза. 25-30 тысяч рублей в среднем может потратить турист за 10 дней приятного времяпровождения на юге России. Ждать у моря погоды точно не стоит. По прогнозам экспертов, цены в бархатном сезоне также не снизятся. И, конечно, собираясь на юг, не забывайте о новых антиковидных правилах, чтобы получить от отдыха только море удовольствия. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Сочи, Краснодарский край. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». В студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи в эфире и отличного вам летнего отдыха.